Старт. Марш. Команда дана, секундомер запущен. Не теряя ни одной секунды, юноармейцы из обеих команд приступают к разборке и сборке автомата Калашникова. Болельщики скандируют слова поддержки без устали. Здесь важно не просто пройти испытание на быстроту, а сделать это максимально четко и без ошибок. 34 секунды. Лучшим на этом этапе стал ученик 9 класса местной школы Павел Сучков. Секрет успеха – это не поддаваться волнению и быть внимательным, делится школьник. Автомат сам я знаю, как устроен, и разобрать его было несложно. Вот что самое важное, чтобы концентрация или что? Уверенность. Уверенность, да? Да, уверенность в том, что ты сможешь разобрать. Следующее испытание – это бег на 60 и 100 метров. На этих дистанциях собрались настоящие спринтеры в своем классе. От каждой команды принимает участие по 2 человека. На этот раз первым финишную черту пересекает юноармеец из команды «Феникс» Али Таршхоев. Парень не удивлен своим результатом, так как к этим соревнованиям он готовился не один день. Я считаю, что ключ к победе в любом забеге – это постоянный контроль своего дыхания и крепкие ноги. Нужно регулярно уделять этим двум аспектам внимания, и тогда первое место не заставит себя долго ждать. В каждой из 2 команд с горящими названиями «Феникс» и «Факел» принимает участие по 10 человек. Всего здесь 12 состязаний, и на отдельных этапах участвуют по 2 человека. В общем, борьба идет нешуточная. В спортивных состязаниях важно не только количество, но и качество. Есть свои правила, которые нужно выполнять. От этого зависит, засчитали ли команде дополнительное очко или нет. За выполнением обязательных условий следят опытные инструкторы. Обруч, скакалка, отжимания и не только. Ребята стараются изо всех сил и не просто так. Сегодняшнее мероприятие приурочено к освобождению Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков. Первоочередная задача организаторов этих игр – привить молодежи чувство памяти и уважения к событиям военных лет. Название игры так и звучит. Сталинград – это Карбулакская 4-я школа. Они в первый раз участвуют в таких соревнованиях. Ну и такие уже ребята, которые уже все умеют, уже здесь родились, воспитались практически. Команда «Факел». Но я думаю, что карбулакская команда не спасует перед этим. Они себя проявят, покажут. Ну и хотя бы, по крайней мере, получат много позитива от этой игры. Цель подобных мероприятий – развить уровень, поднять уровень военно-патриотического воспитания молодого подрастающего поколения. Сделано это для того, чтобы ребята молодые, вот мы с вами видим, молодые ребята были способны не только физически, но и морально защищать нашу необъятную Родину. После завершения всех состязаний победители получили почетные грамоты и ценные призы. Михаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24.